Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать первый крымстарский телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Андрея Рева, министр социальной политики в 2014-2019 годах. Пан Андрей, витаем вас. Ассаляму алейкум. Хош келдіңіз. Добрый день. Рад вас видеть. Взаимно. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Попытки Москвы обеспечить водой жители Крыма оказались в центре необъявленной войны. Об этом пишет британское издание Financial Times в статье под названием «Крымская война. За воду открывает новый фронт в конфликте России и Украины». Обращает внимание «Голос Америки». Издание отмечает, что нехватка воды на полуострове подрывает обещание Путина, что под его правлением крымчане будут жить лучше, затрудняет ведение сельского хозяйства на полуострове и так далее. А сегодня российский вице-премьер Марат Хаснуллин посетил временно оккупированный Крым и объявил о первой партии пресной воды, которую удалось добыть из находящихся под Азовским морем источников. Давайте послушаем его цитату. Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние. Пан Андрей, как вы прокомментируете такое информационное сообщение? А что значит добыли первую партию пресной воды и теперь проверяют ее на состояние? Это как? Выкачали воду из Азовского моря и теперь определяют количество соли в этой воде или как? Можно пить или нет? Ну, я так понимаю, да. Потому что вроде бы как воду достали пресную, но теперь проверяем ее на состояние. Ну, в этом вся вот российская пропаганда. Она вот идет в русле той советской пропаганды, которую мы пережили. Помните, когда вот идут соревнования между советскими и американскими спортсменами, значит, в беге. И при первом прибегает американец, вторым прибегает советский спортсмен. Вот как пропаганда работала. Американская пишет, что наш прибежал первым, американский атлет, а русский прибежал последним. Советская пропаганда. Наш стал призером, американец прибежал предпоследним. Вот приблизительно так вот освещается событие. Мне кажется, что это из того же разряда. Скажите, а вот реально, ведь мы понимаем, что на территории Крыма есть проблема с пресной водой. Может ли это спровоцировать Россию на более агрессивные действия, вот как пишет Financial Times? Ну, Россию вообще-то может спровоцировать все, что угодно. Даже когда, скажем, если бы эта проблема теоретически была бы решена, они бы нашли бы что-то другое. Это как, опять же, в басне Крылова «Волк и ягненок». Молчи, устал я слушать. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Тут дело же не в том, какой предлог они могут найти для агрессии. Для них найти предлог – это не проблема. Крымская вода, Днепровская вода, отсутствующая в Крыму – это один из поводов. А на самом деле, если они захотят совершить агрессию, они найдут десятки поводов. Тем более, если вы прочитаете сейчас последнюю статью, которую Путин опубликовал. Да, конечно, читала. Там выкатили столько претензий, что вода в этом перечне явно не на первом месте. А на ваш взгляд, почему они вдруг сейчас, Путин решился высказаться в этой статье? Ну, во-первых, у них выборы 19 сентября. Во-вторых, сейчас лето и очень жарко. Потом воды там не хватает. Надо как-то объяснить, почему нет воды. Ну, в Советском Союзе, вы же понимаете, если в кране нет воды, знали, кто выпил. Но потом те, кто выпил, по мнению вот этих вот авторов анекдотов, они все выехали в Израиль. А сейчас, если воды в Крыму нет, значит, проблема в чем? В украинцах, которых, кстати, по логике Путина тоже нет.
Их не существует, так как мы один народ. Ну, в общем, какая-то такая вот логика. Там логика вообще отсутствует. Вы же видели, недавно они подали вообще иск межгосударственный на Украину. Там огромное количество претензий для нашей страны, начиная от катастрофы MH17, заканчивая, опять же, перекрытием Северокрымского канала. И при этом они ведь провели плебисцит на своей территории. Свое законодательство поставили в приоритет над международным правом. То есть что получается? Если ЕСПЧ примет некое решение в пользу России, значит, решение признавать будут. Если нет, то не будут. Ну, сейчас вот ЕСПЧ напомнил об иске ЮКОСа, там 50 миллиардов, насколько мне память не изменяет, они должны выплатить пострадавшим акционерам компании. Я думаю, что в любом случае, если даже теоретически предположить, что решение будет не в пользу Украины, то я думаю, что мы могли бы заявить очень четко, что, ребята, сначала выполняете те решения ЕСПЧ, которые есть, а потом мы тоже будем рассматривать какие-либо претензии. Хотя я мало верю в то, что у ЕСПЧ что-то произойдет, какое-то, знаете, солнечное затмение в голове, чтобы он признал Украину виновной в той ситуации, которая есть. Крым есть оккупированная территория. По всем международным соглашениям, конвенция 4-я Гаагская, говорит о том, что, в общем-то, это проблема оккупанта. Все, что происходит на оккупированной территории, это ответственность оккупанта. И если они не могут решить какие-то проблемы, то, пожалуйста, вы верните, пожалуйста, оккупированную территорию. И страна, которая неотъемлемой частью которой является Крымский полуостров, она тогда будет отвечать за все, что происходит. Но если вы оккупировали, если вы аннексировали публично, так, пожалуйста, решайте вопрос. Я хочу напомнить, что в очень тяжелой ситуации в свое время было государство Израиль. Вы помните, у него тоже ведь нет источников пресной воды. Да, но они установили опреснители. Они поставили 5 заводов, сейчас строится 6-й. У них очень тяжелая ситуация была с пресной водой. Но они же не поддавали в суд на Иорданию, там, не знаю, на Египет, еще на Саудовскую Аравию, чтобы им там какие-то давали преференции в плане обеспечения водой. Нет, они понимали, что это их проблема, их надо решать. Поэтому Путин вбухивает туда десятки миллиардов долларов в создание военной инфраструктуры. Ну, он бы мог бы, скажем, профинансировать строительство тех же опреснительных заводов. Это дорого, это дорогое удовольствие. Но, по крайней мере, была бы вода, которую можно было бы употреблять жителям. Вот. И это бы, конечно, решило бы частично проблему. Но, как видите, у них принцип какой? Если нужно потратиться для людей, денег нет. Если речь идет о каких-то агрессивных устремлениях, там, о разворачивании военной инфраструктуры, деньги всегда есть. Все то же, что у нас. Вот к нам еще вернемся. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Євгена Хлобистова, професора кафедри екології Києво-Могилянської академії та радника руководителя Кримстарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго дня. Доброго дня. Пане Евгене, наверняка вы видели информационное сообщение относительно того, что Хаснуллин посетил снова оккупированный Крым, и там, значит, он сообщил, что им удалось добыть в Азовском море источники воды. Они уже получили первую партию этой воды, сейчас они ее проверяют. Вот как бы вы прокомментировали эту новость? Что значит проверяют? Проверяют на что? Це відомий вже факт, ми про це говорили, зокрема в вашому ефірі. Вода в Азовському морі є, вони дійсно її видобували. Є експериментальні дослідження, які провели самі росіяни, що вода має виключно технічні якості, виключно технічне значення. Вона не придатна для побутового споживання. Вона навіть не придатна для того, щоб люди користувалися їми для засобів особистої гігієни. Фактично, це вода досить обмеженого варіанту використання. Тут якісь технічні проблеми, може там полив вулиць чи щось таке, теж в мене є сумніви. Чому? Тому що це вода дуже високої солоності. Причому там нестабільна солоність. І тому на сьогодні сказати, що ця вода вирішить проблему Крима, ну це достатньо так наївно, скажу так, обережно. Так? Чому? Тому що треба побудувати декілька заводів, як казав гість вашої студії, але для того, щоб довести цю воду до питної якості. А цього ніхто робити не буде. Я розумію, тому що головне для Росії – це військовий складова бюджету, це мілітарна складова освоєння Криму.
Ну тому яка вода. Ну, це така піар-акція для внутрішнього споживання. То есть исключительно пропаганда? Так, на сьогодні так. Пане Евгене, мы видели в последнее время, какие были дожди на территории временно оккупированного Крыма. До этого говорили о реальной проблеме с водой, о том, что высыхают озера, водохранилища и так далее. Дожди, которые прошлись по Крыму, они каким-то образом решили проблему с водой, с наполняемостью водохранилищ или нет? Ну, частково так, тому що водосховища Криму на сьогодні мають переважно більшість нормативне значення водності, але це вода достатньо такого складного складу, тому що вона брудна, відверто, багато в яких водосховищах, і не так просто використовувати для побутових потреб, однак на сьогодні дійсно водосховища придатні для використання. Сказати, що це вирішення проблеми назавжди – ні. Тому що сьогоднішній клімат Криму достатньо специфічний. Ми переходимо в період кліматичних змін і будемо мати і надалі періоди посух і періоди таких інтенсивних опадів, таких злив, навіть екстремального, катастрофічного характеру. Для того на сьогодні непридатна структура Криму, як ви побачили, і відповідні лівньовки так звані не спрацьовують, і наявність засмітнішніх джерел маленьких, середніх річок. Ну, таким чином, на сьогодні це не вихід. Хоча ситуативно так, води на сьогодні в Криму стало значно більше. Дякую дуже, пане Євгене. Чохсаг, у нас Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку, профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии. Приближается саммит Крымской платформы, и с каждым днем появляется все больше и больше информационных сообщений по этому поводу. В частности, в повестке международного саммита важное место займет вопрос защиты прав граждан Украины, незаконно арестованных и приговоренных к тюремным срокам в оккупированной России Крыму. Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Я предлагаю вместе послушать его цитату. Безумовно, людський вимір і захист прав людини точно будуть в адженді Кримської платформи. Це зрозуміло. Це завжди топ-питання на будь-якому міжнародному майданчику, де б ми не говорили про Крим. Тому це обговорюватимуть за наявності міжнародної підтримки, міжнародного тиску набагато ефективніше працювати з цього треку. Ми постійно спілкуємося з родичами, адвокатами, дружинами політв'язнів. Безумовно, вони всі очікують повернення любих або додому, або туди, де їм буде безпечно. А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что уже 28 стран согласились принять участие на саммите Крымской платформы, а также различные международные организации. И сейчас идет согласование Крымской хартии, документа, декларации, который должен быть подписан по итогам Крымского саммита с теми странами, которые будут принимать в ней участие. Пане Андрею, 28 стран, международные организации, и уже... Мы услышали, с каких стран кто будет присутствовать. В частности, стало известно, кто будет присутствовать из Соединенных Штатов Америки. Это министр транспорта. На ваш взгляд, это хорошее представительство? Это хороший уровень? Вы знаете, сейчас очень сложно говорить о том, хороший, плохой уровень представительства. Гораздо важнее то, что это будет первый саммит такой. И то, что 28 стран согласились принять участие в Крымской платформе, я же прекрасно понимаю, и мы все прекрасно понимаем, какое было давление со стороны Российской Федерации на руководство этих стран. Да, и наверняка продолжается. И продолжается. И вот, несмотря ни на что, 28 стран, согласившихся принять участие, это уже есть очень хороший сигнал. Потому что если эта платформа соберется, давайте мы все-таки подождем, пока они не просто скажут, что мы будем, они будут. Когда это дело произойдет, мы тогда подведем итоги, и уже вторую, так сказать, платформу во второй раз собрать будет намного легче, чем первый раз. Потому что уже первый раз переляк пройдет у многих. Вот, и я надеюсь, что уже второй, третий саммит, он уже будет более, и мы тогда можем оценить, и более, был ли он более представительным, и был ли он более широким по составу участников. Поэтому сейчас, мне кажется, не надо большое внимание уделять представительству. Сам факт того, что представитель прибыл от этой страны, говорит о том, что они не считают аннексию Крыма правовым актом, они не признают оккупацию Крыма, и они поддержат
территориальную целостность и суверенитет Украины дипломатическим путем. Это очень важно. Поэтому вот мне кажется, нужно посмотреть все-таки вот именно на то, сколько все-таки приедет. Но вот если отойти от формы Крымской платформы и перейти к содержанию этого саммита, подпишут Крымскую декларацию, уже понятно, что работают над этим документом, его согласовывают с различными странами, но что, по-вашему, должно быть такого в этом документе, что будет его отличать, к примеру, от различных других резолюций по Крыму, которые принимали на международных площадках? Ну, я не хотел бы противоставлять вот эти вот вещи, потому что те документы, которые в ООН принимались в отношении оккупации Крыма, несмотря на жесткое противодействие со стороны Российской Федерации, они сами по себе были очень знаковыми и были очень показательными в том плане, что оккупанту четко указали, даже несмотря на то, что вы являетесь страной, постоянным членом Совета Безопасности, совершать действия, нарушающие международное право, нельзя. Это очень важно. И то, что голосовала Генеральная Ассамблея ООН по этим вопросам, это уже есть хорошо. Вы же видите, как на спортивных соревнованиях все попытки России легитимизировать даже изображение Крыма на карте России, какой результат, значит, это имеет уже даже на вроде бы как спорт вне политики, но вы же видите, они четко придерживаются тех международно-правовых актов, которые определяют, что Крым есть неотъемлемой частью Украины. Поэтому, с моей точки зрения, сама Крымская платформа не произведет деоккупацию Крыма. Почему? Потому что оккупанты просто так не уйдут. Но поднять вопросы, связанные с защитой прав людей на территории оккупированной Российской Федерации, политзаключенных, их содержания, скажем, вопросов службы в армии, граждан Украины, которых незаконно призывают, их свыше 30 тысяч должны были призвать в российские вооруженные силы. Касательно избирательных прав, там, процедур и прочее. Вот эти все вещи, они должны быть в центре внимания международной общественности. Тема Крыма не должна исчезнуть. И это именно то, чего хочет сейчас Путин, чтобы забыли все о Крыме. Как он сказал, вопрос закрыт. И вот то, что сама платформа собирается, говорит о том, что это не так. Вопрос все-таки не закрыт. Но тем не менее, помимо артикуляции, декларации того, что те различные страны не признают оккупацию Крыма, поддерживают территориальную целостность нашей страны и суверенитет, вот помимо этих важных, но патетичных, с другой стороны, слов, мы увидим какие-то реальные механизмы? Или, если Украина собирает этот саммит, разве Украина не должна прийти с четкой какой-то дорожной картой, которую она может предложить нашим западным партнерам? Гульсон, всемирная история знает замечательное выражение Отто фон Бисмарк. Стал вопрос об объединении Германии. Германия была раздробленным государством, там свыше 38 мелких образований было. И их пытались объединить в течение нескольких столетий. Создавали там Северогерманский союз, создавали общегерманский парламент и прочее. И вот Отто фон Бисмарк сказал фразу, которую, я так понимаю, что не очень любят все, но которые понимают, насколько он был прав. Все великие вопросы мировой политики решаются не путем голосования в парламенте, а железом и кровью. Германия объединилась путем введения двух серьезных войн. Во-первых, против Австро-Венгрии в 1866 году разгромом австро-венгерской армии под Садовой. Ну и потом разгромом французской армии. Наполеон III вообще в плен попал под Седаном. И вот когда исчезли внешние факторы, мешавшие объединению Германии, создалась Германская империя, Второй Рейх. Потом, правда, Третий возник. Вот как только разрешили вот эти все вещи, вы же помните, к чему это привело. Да. Но, в принципе, он показал действенность своей формулы. И нужно прекрасно понимать, что если оккупант захватил вашу территорию, то не для того, чтобы потом ему стало стыдно. Собрались очень уважаемые люди, пристыдили его, и он тут же взял и извинился, вернул и даже выплатил компенсацию. Естественно, этого трудно ожидать от нынешнего руководства Российской Федерации. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что Тютчев был прав, когда говорил, что умом Россию не понять, а шином общим не измерить.
И мало кто мог себе представить, что часть исторической России, как они себя называют, бывший Советский Союз, возьмет и развалится. Вот представьте себе, что в 80-м году, когда должен был наступить всеобщий коммунизм, в соответствии с программой КПСС, да, сказали, вот через 11 лет Советского Союза не будет. Что бы сказали этому человеку? Ну, слушай, ну ты вообще. В 80-м году была Олимпиада в Москве. Это был пик могущества, так сказать, Советского Союза. А через 11 лет это государство прекратило существование. Я думаю, что все вот эти вот попытки показать Россию вот таким абсолютным колоссом, таким вот огромным монстром, который, так сказать, что-то из себя представляет в международном отношении, мне кажется, они вот где-то на том же уровне, на котором себя считал Советский Союз. Но ведь с другой стороны, пан Андрей, можно действительно, как говорил Конфуций, сидеть на берегу реки и ждать пока проплывет труп твоего врага. Но да, время-то идет. Поколение-то в Крыму растет, мы же это поколение теряем. У евреев было замечательное выражение. Они 2000 лет произносили одну и ту же фразу. До встречи на следующем году в Иерусалиме. Да, у нас, кстати, тоже побыл Бахчисараем. Они эту фразу повторяли 2000 лет. И никто не верил в то, что это произойдет. Но это произошло. Сегодня трудно сказать, когда, скажем, будет деоккупация Крыма. Трудно. Но то, что это вот память и то, что эта проблема должна постоянно звучать в международном аспекте, это правильно. Потому что это создает предпосылки к тому, что рано или поздно эта деоккупация произойдет. Как это будет, я не знаю. Будет ли это при нашей с вами жизни, я тоже не знаю. Это будет зависеть от многих факторов, потому что военным путем, если исходить из логики Бисмарка, сегодня с Россией не будет связываться никто, даже Соединенные Штаты Америки. Но что будет завтра, когда произойдет определенный технологический скачок, когда, скажем, будет нивелировано вот это абсолютное действие ядерных ракет и вообще ядерного оружия, мы же тоже не знаем, как это возможно. Мы не знаем, какие процессы произойдут в самой России. Вы же видите, что Россия ощетинилась против Запада, а ее хвост уже сегодня в пасти китайского дракона. И я вам хочу сказать, что пытаясь прирасти землями на Западе, она теряет огромные территории на Востоке. И я думаю, что американцы пытаются объяснить это российскому руководству, что, ребят, на самом деле Китай никогда не был вашим другом и никогда не будет. Если вы хотите просто выжить, потому что Америка далеко, до нее китайцы не доберутся на сегодняшний день. И Европа как бы под зонтиком НАТО, но Россия это ближайший сосед Китая. Поэтому вам нужно думать о своей безопасности. А у вас проблемы не на Западе, куда вы развернулись лицом, у вас проблемы на Востоке. Насколько понимает это российское руководство, мне сказать трудно, но судя по его действиям, они тоже, вы знаете, живут прошлым, вместо того, чтобы думать о будущем и смотреть в перспективу. В этот период, пока мы ждем, что сложится некая такая международная конъюнктура, в результате чего мы сможем увидеть освобождение полуострова, наших оккупированных территорий, Украина должна формировать свое системное видение, как это должно произойти. Вы сейчас видите эту стратегию, эту политику? Ну, смотрите, Путин ведь тоже... Российское руководство в 30 лет заявляло о том, что Крым – это Россия. Пускай неофициально, но все государственные деятели, политические деятели в частном порядке считали Крым своей территорией. И Лужков, я уже не говорю о деятелях более мелкого толка, они же позволяли себе высказывать, находясь в Севастополе, в Крыму, многие вещи. Но даже они не отважились прямо военным путем пытаться отобрать Крым у Украины. Они ждали момента, когда Украина ослабнет, когда у нее произойдет паралич государственных институтов для того, чтобы сделать то, что они сделали. Они выбрали подлый момент, когда благодаря Януковичу была полностью разбалансирована система власти. Власти как таковой в Украине практически не осталось, кроме парламента. Президент убежал. Руководители силовых структур были гражданами Российской Федерации. Они делали все, чтобы их развалить. И когда они увидели, что вот сейчас находится временно недееспособно государство украинское, в Крыму в том числе, вот они совершили вот этот акт гибридной агрессии.
То есть даже они не пошли, скажем, войной, понимая, что это большая кровь, и это будет иметь серьезные последствия. Вот. Теперь мяч на нашей стороне. Мы теперь должны ждать момент, когда в России начнутся такие же процессы, которые мы пережили в 2014 году. А история России дает нам огромное количество примеров, когда такие вещи были в России происходили. Начиная от смутного времени 1612 года и заканчивая революцией 1917 года. То есть это объективные вещи в исторической перспективе, которые периодически в России случаются. Поэтому то, да, что но они мы захватили... ведь к этому должны быть готовы. Конечно. И я считаю, что Крымская платформа — это есть дипломатическая подготовка к деоккупации Крыма, к тому, чтобы вот все, кто находится вне Украины, помнили о том, что такая проблема есть. Когда Украина будет возвращать Крым, вот они должны понимать, что у них не должно быть сомнений в том, что это справедливая вещь. Интересно, а кто реально будет на нашей стороне, как было, к примеру, с Азербайджаном и Турцией в последнее время? Ну, во-первых, в этом очень серьезно заинтересована Турция. У меня даже сомнений нет. Эрдоган в этом отношении очень последователен. У него есть свое видение того, как должна строиться региональная политика. И в отличие, скажем, от России, которая, в общем-то, Армению кинула в этой войне, откровенно будем называть вещи своими именами, неважно какими... Ну или, может, отомстила Пашиняну? Вы можете мстить Пашиняну как угодно, но... Проиграл ведь не Пашинян. Пашинян, в конце концов, выборы выиграл, если уже на то пошло. Сейчас, после Сейчас, войны. да, 54% То есть вы пытались насолить Пашиняну, а по сути вы же ему хуже не сделали. Он все равно выиграл выборы. А вот как относятся армяне сегодня к России, это большой вопрос. Потому что они ощущают себя брошенными своим союзником, на которого они всегда рассчитывали. Почему они себя так вели? В общем-то, мало... склоняясь к каким-то компромиссам. Ведь азербайджанское руководство предлагало большие компромиссы армянскому руководству. Более того, я вам скажу, что первый президент Армении Петросян, почему его, кстати, и убрали, он понимал, что в исторической перспективе с Азербайджаном надо договариваться. И он понимал прекрасно, что проблему Карабаха надо решить. Его убрали, потому что вот он, ну, скажем так, человек был умный, и поставили вот этих ультрарадикалов из Карабахской партии. Вот они привели Армению к катастрофе, военной катастрофе. И в этом отношении, посмотрите, как себя вела Турция. Она вела себя очень последовательно. Она пыталась восстановить с Арменией отношения. И сколько раз они предлагали, они приезжали даже в Армению, там пытались как-то вот с армянским руководством наладить отношения. И это все разбивалось. То есть, у нас все нормально, и да. Турция, до свидания. Ну вот рано или поздно пришел момент, когда ударил Азербайджан, когда он за 30 лет, в общем-то, восстановил свои силы. И он сделал то же самое, что Армения сделала в конце 80-х. Он военным путем восстановил свою территориальную целостность. В принципе, они могли бы полностью отвоевать Карабах. Но в данном случае, опять же, обратите внимание, как повело себя азербайджанское руководство. Они на Шуше остановились. Они остановились. Хорошо. Давайте, мы не будем, чтобы там никто не кричал, что геноцид, ну, как это обычно делается, да. Чтобы люди убегали. Зачем? Хорошо, не вопрос. Мы освободили свою территорию, а статус Нагорного Карабаха мы потом с вами разберемся. Пожалуйста. То есть умение правильно просчитать политические последствия даже военных успехов и умение обернуть победу в какие-то компромиссные соглашения, это свидетельство зрелой политики, понимаете? Вот мы захопили, теперь все это наше. Ну, не вопрос. Только вы должны помнить, вы захватили, а потом рано или поздно волна пойдет обратно. Это вопрос времени, но это обязательно произойдет. Приливы всегда сочетаются с отливами. Это закон природы. Но при этом, как вы считаете, не подрывают ли наши взаимоотношения с западными партнерами некоторые выражения украинских чиновников и политиков? В частности, наверняка вы слышали недавнее заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который сказал, что если бы у нас было ядерное оружие, мы бы сейчас могли шантажировать мир. Давайте послушаем цитату для начала, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, и продолжим.
У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли по-іншому, домовлялися по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах. Ну вот тут у меня возникает вопрос. Это Арахамия вот так думает, и он это сказал, или же он ретранслирует чужие идеи, снова проверяет общество на реакцию, как это было раньше, мы видели, или что это? Я очень люблю Арахамию слушать, потому что, мне кажется, это вот классический персонаж человека, который пришел в политику, точнее не сам он пришел, а его туда привел еще более выдающийся политический деятель современности, и сделал его не только депутатом, но и руководителем целой фракции. И вот я всегда, когда слушаю Арахамию, всегда вспоминаю слова Потураева, который тоже выступал в Трускавецком университете перед будущими нашими законодателями, говорил: запомните, вы никто, зовут вас никак, вы все должны слушаться выдающегося политического деятеля современности. Поэтому то, что сейчас говорит вслух Арахамия, никоим образом не является мыслями самого Арахамии. У него мыслей в принципе не должно быть. У него должна быть голова пустая, а все идеи, которые он должен потом транслировать, они вот ему туда внушаются более, так сказать, серьезными товарищами. То есть Арахамия, он присутствует при обсуждении каких-то стратегических вопросов. Я не знаю, насколько они к нему прислушиваются, но он слушает. И вот то, что он транслирует потом, это то, что он услышал от других людей. Вот когда он говорит о том, что вот будет на повышенных тонах разговаривать Владимир Александрович с Байденом, то надо понимать, что это он не придумал. Это он слушал, как вот они готовятся к визиту в Америку, и о чем они говорят. Вот эти люди сидят и думают о том, и говорят: Вова, ты смотри там, вот Байден будет, а ты ему объясни сразу, кто он такой, понимаешь, почему мы не в НАТО, и так далее. И вот это вот услышал, и вот это он раз и общественности сказал. Потом его отправили там на празднование столетия Компартии Китая. Он настолько проникся, значит, что считает, что теперь у Коммунистической партии Китая и у «Слуги народа», в общем-то, общие цели. Сразу там расчувствовался и, в общем-то, ощутил родство душ с китайскими коммунистами. Вот сегодня, значит, у него там возникла идея, как вот мы могли бы денег заработать. Взяли бы, шантажировали весь мир ядерным оружием. У меня просто вопрос. А кто из государств ядерных сегодня шантажирует мир? Вот Израиль, у которого, как сказала Голда Меир, у нас ядерного оружия нет, то если надо, мы его применим. Вот Израиль, да, вот такая у него была замечательная формула. Израиль воевал в 1967 году с коалицией, да, в 1973. Он хоть раз применял ядерное оружие против воюющих против него стран? Никогда. Почему? Потому что он прекрасно понимает, у вас есть ядерное оружие, это оружие возмездия. То есть вы должны рассчитывать на свои силы с тем, чтобы воевать. А вот если там какие-то, так скажем, будут угрожать существованию Израиля, вот тогда те, кто думает уничтожить Израиль, должны помнить, что последнее, что мы сделаем, это применим ядерное оружие. Но если оттолкнуться от формулировок Давида Арахамии и говорить по сути, ведь действительно в 1994 году мы отказались от нашего ядерного оружия вот просто на бумажке, на Будапештский меморандум. Я не могу с вами согласиться. Мне Бог сподвиг в свое время, я им очень благодарен, встретиться с последним командующим 43-й ракетной армии, генерал-полковником Михтюком Владимиром Алексеевичем. Так. Я хочу сказать, что в городе Винница находился штаб 43-й ракетной армии. Там же находился штаб 24-й воздушной армии. То есть это две основные группировки, в общем-то, которые значили больше, чем 3 военных округа на территории Украины, которые были потом. Так вот, 176 баллистических ракет, которые были на территории Украины, они организационно подчинялись штабу 43-й ракетной армии. И вот Михтюк был главнокомандующим. Да. И он пришел ко мне, это был, если я не ошибаюсь, год 2015. К сожалению, Владимир Алексеевич умер в 2019 году. Вот мы с ним проговорили более 3 часов.
Меня как человека, так сказать, к армии имеющего отношение, но не знающего многих нюансов, скажем, ракетных войск стратегического назначения, ядерного оружия, для меня было откровением то, что я услышал. Михтюк сразу мне сказал: Андрей Алексеевич, забудьте слово «наше ядерное оружие». Это ядерное оружие Советского Союза, размещенное на украинской территории. Ядерный боезаряд – это не обычный боезаряд, который может храниться на складе и лежать, пока там его срок утилизации не наступит. Да, то есть это огромные деньги. Ядерное оружие требует постоянного технического обслуживания. Да. И обслуживание возможно на заводе, где его производили. То есть периодически ядерная боеголовка, чтобы не создавать угрозу для себя и окружающих, должна быть демонтирована, отправлена на завод. Там происходит определенное обслуживание, потом она возвращается. И поскольку у нас не было возможности их обслуживать, то у нас было два пути. Либо передать это оружие в Российскую Федерацию, где находились вся эта производственная база, либо оставить его у себя и ждать, пока наступят очень тяжелые последствия для всего этого. Да, но это ведь не исключает того, что те страны, которые подписывали этот Будапештский меморандум, включая Соединенные Штаты и Великобританию, не гарантировали нам нашу территориальную целостность в случае нападения. Меморандум – это не договор. Это документ, в общем-то, документ о намерениях. Вопрос сегодня должен был быть, вопрос тогда должен был бы поставлен в другой плоскости. Мы должны были четко сказать, кого мы боимся, кто нам угрожает. Российская Федерация говорит: не-не, мы с вами дружим, у нас нет к вам претензий. Ельцин при власти. Великобритания говорит: о чем вы говорите? Не вопрос. Соединенные Штаты Америки, а что? Нет. Китай вам угрожает? Нет. Ядерная Франция? Нет. Кто вам угрожает? Никто. Хорошо. Мы пишем, что если вам кто-то будет угрожать, мы проведем консультации, мы тогда будем решать, как вас защитить. Так 7 лет уже консультации. Но дело в том, что это был 94-й год. И с того момента прошло уже, слава богу, почти 30 лет. Когда ситуация начала меняться, ведь мы же в 98 году подписали вообще договор с Российской Федерацией, да? Они признали наши государственные границы, были признаны стратегическими партнерами и так далее. Ведь то, что совершила Россия, это было прямое нарушение действующего договора между Россией и Украиной. Угу. Причем это не меморандум, это договор действующий, зарегистрированный в Организации Объединенных Наций. То есть это было прямое нарушение международного права. Что бы там Путин сегодня не рассказывал. Но вопрос сейчас не к 94 году. Вопрос сейчас к тому, что в 99 году Чехия, Польша, Венгрия вступили в НАТО. В 2004 году вступили в НАТО Латвия, Литва, Эстония. А почему Украина даже не ставила вопрос о вступлении в НАТО в то время, когда это делали другие? Но подождите, в 2007 году ведь у нас были шансы получить ПДЧ как минимум. В 2008, да. Но проблема ведь в чем была? Дорога ложка к обеду. Франция и Германия тогда блокировали. Естественно, по-другому они не могли быть. Но почему Россия не смогла заблокировать вступление Латвии, Литвы, Эстонии? Это же тоже была часть Советского Союза, правда? Потому что в то время у России были проблемы в Чечне. Она воевала на своей территории, правда? Ей было нет до внешней политики. Все ждали, пока она разберется у себя со своими проблемами. И потом мы получили проблему уже у своих границ. Ведь все же предупреждали. Я помню, что Дудаев говорил: ребята, если они задавят Чечню, следующий будет Украина. Да. Это была правда. Человек понимал. Почему это не понимало руководство Украины в то время? Ведь кроме Ющенко, по большому счету, никто и не выступал за вступление в НАТО. Остальные наши товарищи, которые подписали письмо вместе с ним, как-то так в сторонке отсиделись. То есть непопулярная тема в то время, когда партия регионов кричала «не НАТО». Поэтому проблема была внутри Украины. Сейчас, в последнее время, в особенности, когда весной Россия стягивала свое железо к границам Украины, украинские политические деятели, в частности, президент Украины Зеленский, стали активно говорить о том, что почему мы не в НАТО, активно начали говорить о возможности предоставления нам ПДЧ. Как вы считаете, предоставление ПДЧ и вступление Украины в Североатлантический альянс, этот вопрос лишь завязан на реформах, которые сейчас проводит Украина? Или... Вступление в НАТО – это политическое решение. Угу. Механизм реализации этого политического решения может быть разный. Он может быть такой, как, для Польши, Венгрии и Чехии.
и ряда восточноевропейских стран, когда было принято политическое решение, что они будут в НАТО, и им предоставили ПДЧ для того, чтобы они подтянули свои, так сказать, инфраструктурные возможности, правовые возможности, технические к стандартам НАТО. То есть было время, им дали возможность подготовиться, их приняли. А было решение, как в 1952 году, когда Турцию приняли буквально за несколько дней. Но каким тогда, извините, критериям НАТО могла соответствовать Турция? Ей угрожал Советский Союз нападением на нее, и, учитывая все последствия, ее раз и приняли в НАТО. Без всяких ПДЧ, без всяких там, а у вас там демократія, щось там нам не подобається, у вас там ще з правами людини не те, щось треба, да? Эти вопросы вообще никто не задавал. Их просто взяли и приняли. Поэтому... Тогда на чем в вопросе Украины, касательно Украины, основывается это политическое решение? Политическое решение основывается на том, что Германия и Франция панически боятся Путина и Российскую Федерацию. Это раз. Второе, со времен Де-Голля Франция всегда вела двуликую политику. С одной стороны, они понимали прекрасно, что без Соединенных Штатов Америки противостоять Советскому Союзу Франция не может, даже при наличии ядерного оружия. Но именно Де-Голль вывел Францию из организации Североатлантического договора. Ведь до 1966 года штаб-квартира НАТО находилась в Париже, а потом ее перенесли в Брюссель. И восстановил полное членство в НАТО Франции уже только Николай Саркози. По-моему, если не ошибаюсь, в 2008 или 2009 году. То есть это уже было вот сейчас. А до этого Франция считала, что она отдельно, ей НАТО не нужно. Сейчас, когда они входят в Североатлантический договор, они просто не желают ссориться с Россией. Почему? Потому что для них это тоже вот возможность балансировки отношений между США и Россией. Вот они начинают и так, и вашим, и нашим. Далеко. Между Германией и Россией есть Польша. Правда? Это у нее проблема. Есть Латвия, Литва, Эстония. Это у нее проблема. Есть Украина. Это тоже. Как сегодня немецкому бюргеру объяснить, что нужно вот быть готовым защищать Украину? Вы представляете, какой ужас для страны, у которой 200 танков. Меньше, чем в ДНР, например, находится. Они панически боятся слова «война» и панически боятся слова, стрелять, там, я не знаю, там, вести военные действия. Поэтому вот они так. При этом вы же прекрасно понимаете, что НАТО это система коллективной обороны. Ведь по большому счету, если надо было как будто защитить, американцы всегда действовали в одиночку. Вот надо было защитить, скажем, Южную Корею, когда развязали войну северокорейские коммунисты. Если бы не прибыла армия США, не было бы сегодня Южной Кореи. Сейчас президент Украины Зеленский 30 августа едет в Вашингтон. Возможно. Ну, по крайней мере, так заявили в Белом доме, его ожидают там 30 августа. Визит переносился с июля, сейчас уже стало известно в августе. Вот постфактум соглашения или общего заявления между Германией и США о Северном потоке. Постфактум Крымской платформы. Что может решить этот визит? Мы же не знаем, с чем он туда едет. А с чем он должен ехать? На мой взгляд, надо, если вы заявили, что вас Северный поток волнует не столько как экономический проект, и вас меньше волнуют потери финансово-экономические от этого, а реализация этого потока, да? А больше вас волнует безпековый аспект питания. То есть вы боитесь, что, получив альтернативный путь поставки газа в Европу, Путин может развязать агрессию в Украине, то вы должны быть последовательным. Вы должны сказать: дорогие товарищи, спасибо вам за то, что вы нам предлагаете целый миллиард. Огромное вам спасибо, но он нам не нужен. На зеленую энергетику. Нам требуется гарантии безопасности в случае вторжения российской армии, раз. Нам требуется современное вооружение, два. И нам требуется статус привилегированного союзника вне НАТО. Ведь, господин Байден, если вступление в НАТО зависит не только от вас, но от ваших союзников, которые панически боятся Путина, то никто не мешает американскому руководству объявить Украину своим главным союзником вне НАТО. Статус, который имеет Египет, имеет Израиль, имеет Австралия, даже имел Афганистан, если уже на то пошло.
Поэтому, если вы хотите реально, чтобы мы чувствовали себя уверенно, уж как-нибудь с газом мы разберемся. Но мы должны иметь гарантию, что на нас больше Путин не нападет. Он должен понимать, что он будет иметь отношение, проблемы не только с нами, но и с вами. Вот если вот мы сделаем такое заявление, вот тогда мы считать будем, что Северный поток нам ничем не угрожает. А если они сейчас начнут торговаться, дайте нам не 1 миллиард, а 2. Вот это, считайте, полный провал. Потому что Сможет ли немцы, в Зеленский общем-то... убедить Байдена? Ну, как сказать? Я вас рассмешила? Ну, понимаете, в чем дело? Вот давайте теоретически так. Я могу выйти в ринг против Кличко, Виталия? Вот я могу теоретически выйти в ринг? Могу. А чем это закончится? Теоретически, ну, конечно. Чем это закончится? Вам известен результат этого боя? Даже при том, что Виталий уже столько лет не тренируется. Вы же понимаете, что такое чемпион мира по боксу, среди профессионалов, да, уважаемый человек и спортсмен, и я против него. То есть Байден, который всю 50 свою лет жизнь в политике. посвятил Сколько он политике. таких Зеленских видел? Ну что он ему может сказать? О чем? Неужели мы не понимаем, что Байден его видит насквозь и знает лучше, чем он даже себе представляет? Кстати, когда Блинкен приезжал, помните, была замечательная фраза? Оказывается, они знают больше, чем мы сами, с ужасом сказал Зеленский, когда после разговора с Блинкеном. Они же просто не понимают, что вот все, что происходит в Украине, это очень серьезно анализируется там. И глупые заявления о Рахамии, и такие же точно дебильные заявления этого, как его, Арестовича. Они же все, эта вся информация собирается, анализируется. Вы представляете, что ему Байден скажет, когда они окажутся наедине? И как он это скажет? Если он про нашего генпрокурора публично заявил, что если вы это, извините, я прошу прощения, но літературно выскажете, якщо ви цього сучого сина не заберете, то буде так-то, так-то, так. Так это публично. А что будет, когда они останутся наедине? Кто с кем будет разговаривать на повышенных тонах? Это тот случай, как в нашем вот этой пословице народной. Пішли по шерсть, повернулись стрижені. Понимаете? Мы идем, чтобы разговаривать с ними на повышенных тонах, но мы посмотрим, как будет выглядеть Зеленский после разговора с Байденом. Вот мне его чисто по-человечески будет жаль, честно вам скажу. Понимая о том, кто такой Байден и кто такой Зеленский. Получается, Северный поток-2 – это соглашение, которое США заключили с Германией. Это провал Украины? Нет. Ну, как вам сказать? Если говорить о том, что... Дело же не в Северном потоке-2. Дело в том, что в 2004 году Россия принимала политическое решение. У нас страна, которая добывает газ. Да. В 2004 году Россия предложила Украине создать газотранспортный консорциум по управлению трубой, не о собственности, управлению. То есть есть добывающая страна, Российская Федерация, есть Германия, которая будет получателем, есть транзитная страна Украины. Мы создаем консорциум, мы вкладываем деньги в модернизацию этой самой трубы. Мы качаем газ. Вы получаете долгосрочный контракт на газ, чтобы обеспечить страну. Мы вкладываем деньги, но мы втроем управляем. Воровать не получится. Кучма, кстати, подписал. Да. Что происходит дальше? Дальше побеждает революция. Приходит Виктор Андреевич Ющенко, который, наверное, был поопытнее в плане государственного управления, чем Зеленский. Ну, что он делает? Он назначает главой «Нафтогазу» Олексія Івченка. Вы уже не помните этого человека. Хотя он вошел в историю под назвою Льоша Мерседес. Він був дуже патріотичною людиною. Він ходив в вишиваній сорочці. У нього були вуса такі. Ось він говорив виключно українською мовою. І він був головою Конгресу українських націоналістів. Какое он имел отношение к газу, я не знаю. Но его назначили руководителем «Нафтогаза». Первое сделал, что Леша сделал для защиты украинских интересов. Почему он стал «Мерседесом»? Он купил «Мерседес». Но без «Мерседеса» как защищать-то украинские интересы? Ну, это физически невозможно. Ну, безусловно. Но почему люди смеялись? Потому что этот «Мерседес» был специфический. В нем был вибромассажер снизу. Ну, чтобы, вот, извините меня, не было у человека... геморроя, вот этот вибромассажер должен был, ну как вот руководитель «Нафтогаза», который будет защищать интересы страны, будет без вибромассажера ездить. Вот он ездил на этом вибромассажере, а потом злые языки рассказывают, что когда он поехал на переговоры к Миллеру, «Газпрому», да. Он взял с собой переводчика. Бо він не розумів, там, що там Міллер розповідає. Ви ж розумієте, це складно дуже.
Но бог с ним, с переводчиком. Приехал он туда. И первое, что он заявил, после того, как он заявил, Миллеру потребовался переводчик. Потому что он не поверил, что он это слышит. У нас были долгосрочные контракты на прокачку газа и поставку газа в Украине. Они были взаимосвязаны. На 20 лет с фиксированной ценой $50 за 1000 кубов. Внимание. Що каже Івченко? Мы эти контракты припиняем. Так. Миллер сказал, переведите еще раз, что я слышался. Говорит, да, все так. Он говорит, да, вот мы эти контракты, геть. Значит, прокачка, само собой. Контракт по газу, само собой. Хорошо. В конце года мы получаем цену $95 за 1000 кубов. Помните, крик какой стоял. Ну, Леша сказал, нема питань, зараз ми відіграємося, зараз ми піднімемо ціну за транзит. Как только они начали поднимать цену за транзит, возмутилась Германия. Что платить кто должен за транзит больше? Оказалось, что это же не только наши отношения с Российской Федерацией, но еще и Германия. И тут сильно так не разбежишься. А вот поставка газа в Украину – это двухсторонние отношения. Германия тут не при делах. И что Россия дальше начала? Она начала поставки газа ежегодно с увеличением цены каждый год. А цена за транзит? Мы не могли ее повысить, потому что это цепляло интересы и третьей стороны. И вот с этого началось все. И когда стало ясно, что, во-первых, долгосрочные контракты расторгнуты, во-вторых, что украинское руководство не собирается создавать консорциум, было принято в 2007 году политическое решение начать строительство обходных газопроводов вокруг Украины. Ведь это же стратегическое решение. Его Российская Федерация приняла в 2007 году. Да. Началось строительство Северного потока-1. Потом, если вы помните, была идея строить Южный поток. Но в 2015 году его, кстати, заблокировала Германия. И через Болгарию газ не пошел. Ну, Путин нашел альтернативный путь через Турцию. Никто же не кричит, что турецкий поток надо заблокировать, и это зрада. Никто не кричит. Поэтому уже Северный поток-2 – это продолжение истории. То есть в тот момент, когда уже был построен Северный поток-1 и начал строиться Северный поток, потом Северный поток-2, вы же видите, никто так не кричал, что давайте мы это зупинимо. Вот когда он построен на 95%, и Байден стал президентом, у него 95% построен этот Северный поток-2. Что он должен был делать? Он должен был продолжать политику Трампа и кричать «я не дам», а они бы сами его достроили, да, несмотря на политику санкций со всеми вытекающими последствиями. А восстанавливать с Германией сотрудничество? Или восстанавливать с Германией сотрудничество и говорить, товарищи немцы, смотрите, есть проблемы с Украиной, есть проблемы с тем, что вы попадаете в зависимость от российской трубы и от российских поставок и так далее и тому подобное. Давайте мы обсудим вокруг комплекс проблем и подумаем, как мы ответим на каждую из этих угроз. Ну а немцы, в том числе и Меркель, они же люди умные. Они согласились. Вот поэтому и была эта совместная декларация. То, что сейчас наши пальцы загибают и кричат, извините. Тут даже не вина Зеленского в том, что так случилось, хотя я его не люблю. Это уже следствие. Но когда уже случился вот тот факт, который мы имеем, не надо посыпать голову пеплом, надо думать, как ответить. Сегодня ответ может быть только один. Какой? Это повышение собственной добычи газа. Ведь в 1975 году Украина добывала 68 миллиардов кубометров газа. 68. Сегодня 15. Почему Коболев ничего не сделал для увеличения добычи, хотя у него был финансовый ресурс? Что сделал Витренко для увеличения добычи? Ничего. Так вот, сегодня украинское государство, если уже должно оно отвечать на этот вызов, оно должно отвечать асимметрично, оно должно увеличивать, вкладывать деньги в газодобычу, наводить порядок, отсоединять компанию «Укргазвыдобывание» от «Нафтогаза», создавать им условия для разведки, для того, чтобы они производили бурение и увеличивали добычу газа. Это первая задача. А вторая задача – обеспечение безопасности Украины, военной безопасности. Вот эту проблему надо обсуждать с американскими союзниками. И не ждать, что нам кто-то что-то даст. Вот тут можно жестко ставить вопрос. Мне кажется.
Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагу, у нас Андрій Рева був гостем нашої студії, міністр соціальної політики в 2014-2019 роках. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на несколько минут. Далее мы продолжим наш эфир. Оставайтесь первым крымско-татарским. Корыш Кенди Архадашлар.